из телевидения, радио, чаще всего газет, журналов написан в публицистическом стиле. Тема нашего урока – публицистический стиль. Запишите, пожалуйста. Каждый извлекать из сети информацию, делать выводы на основе полученных сведений, выразить при этом собственные мнения и создавать тексты публицистического стиля. Дальше, цель урока. Мы сегодня познакомимся. Вот стиль публицистического стиля. Первое. Информационный, цель которого остановить прочитание какого-либо события. Второе. Аналитический. Цель на анализ какого-либо события, факта или явления. Третье. Художественный публицистический, представляющий собой рассказ о действительном событии, человеке, явлении, которое отличается от литературного своей достоверностью. Отсутствие вымысла, включающий открытые размышления о предмете изображения. Спасибо. Так, это понятно? Отметьте. Информацию, газеты, журналы несут информацию, баланс. И вторая функция – это воздействие. Это может быть призыв, это может быть одобрение или негода. Прочитайте и объясните, как мы это понимаем. Реализация публицистического стиля, периодическая печать, телевидение, радио, политические выступления. Так, что такое периодические печати? Это газеты, журналы. Так. Статьи. Это СМИ. Как мы можем формировать? Средства массовой информации. И на каком языке? Хорошо. Туда входит еще и телевидение. Радио. Что такое политическое выступление? Это выступление президента. Президента страны к народу. Да? Это чаще всего обращение. Мы иногда слышим, когда президент страны обращается к своему. Одно из самых очаровательных воспоминаний детства – это наслаждение, которое я испытывал, когда наша учительница читала нам вслух на уроке «Капитанскую дочку». Это было счастливые минуты. Их так много. Не так много. Их не так много. Не так много. И потому мы бережно проносим их. Здравствуйте, Сергей Ильич.